Снова здравствуйте. Мы решили пойти немного пошопиться в торговый центр Плаза. Нам нужны товары первой необходимости, иначе я не пошла в жизни бы в магазин. Я недели две пыталась собраться в Летуале, вот я решилась. Не знаю, что из этого получится, но сейчас мы будем смотреть, что из этого получится. Сначала нам нужно купить товары первой необходимости в аптеке. Это перчатки, потому что они у нас закончились. Перчатки нужны для похода в магазины. Также нужно гель спиртовой. Тут, видите, вот выстроена очередь, чтобы заходить в магазин одежды Зула. Вот Летуаль. Так, сейчас идем в аптеку. И нам нужно купить перчатки. Давай, зайди. Не забудь про гель спросить. Размер маленький. Насколько маленький? S, M, L? Я не знаю. Я не галантерейщик, я не умею. Любые давайте. Любые. Давайте средние дам, дальше. Одну пару? Нет. А у вас пачками-то нет перчаток? Пачками есть перчатки. Ага. Говорите, сколько? А сколько нужно? По 10 там упаковочка будет. Нет, там не по 10. Там 100 штук, это 50 пар. А сколько стоит тут? 30 умножить на 10. Ого. Раньше упаковками были. Ну, давайте 2 пары перчаток. Сейчас-то как в магазин У сходить? меня есть перчатки. И резиновые? Нет, дайте, пожалуйста, Это 2. такие же. Нет. Как? Видите, насколько какие? Они такие А, же. нет, это не те перчатки. А хирургических-то нет перчаток? Стерильных нет сейчас. А, все поняла. А гель для рук? А гель почем, интересно? 146. Гель. А я брал по 150. Там. Ага. Они... Надо, наверное, большой взять, а потом переливать в маленькие. Удобные с собой таскать. Знал? Да. Не важно, как нормально сочетаются. Купили перчатки. Не купили. Купили только гель. Дороже, чем... Давай обработай гель. Гелем. Гель гелем обработай. Ну, выбросить-то ты успеешь. Там ведро есть прямо около охранника, который нас заворачивает. Ну ладно. Так, те же перчатки. Так, мне нужно одеть перчатки тогда. Нужно выбрать тональный крем. Тут неплохой вроде бы Макс-Фактор. Что-то стойкое очень. Что-то стойкое. Тушь вот есть. Нестойкую тушь. Тушь для ресниц.
Здравствуйте, нет, я сама только. Ладно. Вас только сейчас ничего трогать нельзя, если что, Вот я я ничего. помогу. Да, хорошо. Телескопик. Так. Есть праймеры. И... Альянс Перфект. Реаль. Улучшенная форма. Нужна водостойкая. Тут вот объем миллиона ресниц. Эффект накладных, экстра черный. А мне нужна водостойкая. Одну даже. Так, мы пошли выбирать сковородки. Сковородки, сковородки, сковородочки мои. Трогать тут, сказали, ничего нельзя. Ну, в смысле, в Летуаль, да? Во всем, наверное, торговом центре ничего нельзя трогать. Сотейник. Сотейник, кстати, это очень крутая вещь, я честно скажу. Это какая из них сотейник? Вот это? Да. 26 сантиметров. Ну, ты знаешь, оно, наверное... Ну, сейчас, когда выберем... Металлическая ручка мне не нравится. Ручка, да, ручка точно. Кошмарная. А вот еще же один сотейник есть. Он 2600 стоит со скидкой 24 сантиметра. Но внутри, посмотри, вот здесь он какой-то такой плоский, более-менее, а там ребристая поверхность. Не знаю. Давай посмотрим еще. Конечно, конечно. Так, Вот, подожди, вот. что? Сковорода, вот. Где? Я не могу Антибригдарным найти. покрытием. Вот, А, 1300. так она же на выставке-то где? Вот Вот. это? Нет, это такого плана. Вок сковорода написано же. Это она и есть в коробке, нет? Нет, здесь меньше, видишь? 30 сантиметров, 28 сантиметров. Но это дешевые сковороды. Она стоит 899 рублей. То есть это однозначно ей через неделю конец. А вот 1400. Ну, тоже ей через неделю конец. Не нагревающаяся? Нет, меньше чем 2500 не берешь сковороды, потому что бесполезно их брать, только потратишь просто деньги. А вот нужно было. Да тут куча сковородок, на самом деле. Давай смотрим. Вот, смотри, сковородка хорошая. Почему она хорошая? Потому что она стоит 2500. Посмотри на ее покрытие. Она, ну, единственное, что вот я вот тут смотрю, уже недостатки, конечно, небольшие есть, но у нее очень толстые стенки. Это очень хорошо. Но она не с антипригарным покрытием, она обычная. Вот здесь просто по металлу вырезано. Вот хорошие сковороды. С каменным таким, как будто бы, да, на этим. Ну она 1,5. Не знаю. Длинный. Так, это у нас что? Сковородочка, сколько, интересно, такая стоит? Вот, 1150, да, дешево. Плохая. Ну-ка, а тут сколько почем? 2300.
А следующие, наверное, подороже. Вот такие неплохие тоже на вид. Значит, Тефаль. Тефаль должна нормальная быть. Но это же все Тефаль. А, нет, там были не Тефаль, да? Слушай, ну я думаю, если мы Тефаль возьмем сковородку, она будет неплохая. Но она надолго. Главное, нужно посмотреть состав. А что в составе должно быть? Антипригарные покрытия есть. Тут ценничков нет. А вот 1800. Здесь с подсветкой специальная термоспот. Чуть потрогать-то можно, пойди. Ну тут уже кто-то царапнул сковородку. Алюминиевые, все равно. Мне вот эти понравились сковородки. Вот. Вот за 3000 очень хорошая сковородка. Вот эта. Бонус класс. Не хочешь взять за 3000 сковородку? Ну не будешь же ты плохую сковородку. Хорошо, если она хорошая, она тебе нравится, значит возьми. Ну, ты можешь снять ее, посмотреть, если вдруг. У тебя перчатки есть? Да. Давай я сниму. Нет, так просто не получится. А, она, наверное, привязана. Ну как посмотреть ее? Нет, она другими сковородками. Подожди. Ну нет, не надо снимать, наверное, так видно. Ну, покрытие более-менее нормальное чувствуется. Не знаю, мне Не кажется, проще. это хорошая Давай сковородка. тогда попрошу менеджера. Ага, у нас есть еще одна проблема. Наша крышка подойдет к этой сковороде? Вот этого не знаю. Ну, я не знаю. Какой диаметр у нее? Диаметр 28. У нас, наверное, тоже на 28 дома сковородка. Да. Наверное, крышка подходит. Ну, попробуем, если нет, тогда будем смотреть в другой раз. Нет, так мы будем просто в следующий раз крышку покупать в ней. Ну почему? Да, здесь отдельно продаются. Крышки продаются, я знаю. Так, Сковородой вроде бы. у нас кастрюлька еще нужна. Ну, с кастрюльками-то попроще все. С кастрюльками-то вообще все очень легко. Где-то у нас тут были одиночные кастрюльки, вот же они. С кастрюльками-то полегче. Вот, смотри. Вот хорошая кастрюлька, вот хорошая кастрюлька, вот хорошая кастрюлька. Но мне больше всех нравится вот эта. Нам нужна маленькая кастрюлька, вот эта хорошая кастрюлька. Хорошо. Ну, подожди, по объему, опять же, сварим ли мы макароны 1,4. литра. Маловато. Тут 1,9. Вот она должна быть 2-литровая. Давай еще что-нибудь глянем. Сейчас, минутку. Сейчас. А с той стороны, ты мне скажи, тут только комплекты ведь вроде стоят. Здесь наборы, это стенд для наборов. Пойдем вот туда еще. А вот смотри сюда. Вот. Чем тебе такое не нравится? Нет, так она мне нравится, это нравится. Это набор, я же 15 раз повторила. Это наборы кастрюлек. То есть это не какая-то там вот это. Одиночная, да? Вот одиночные стоят у них. Но из маленьких только вот такие. А вот это она как та поступит, скорее всего, кастрюлька, помнишь? Она немножко хилая. Ну, я и говорю про это. Она поступит... Ну, нет, это не хилая кастрюлька. Это ковш написано, правда. Но это не хилая кастрюлька. Это тяжелая, прям такая. Берешь ее, прям видно, что хорошая кастрюлька. Давай ее тогда возьмем. За 3000, да, возьмем сковородку? Или еще подумаем? Подожди. Понимаешь, мы же сейчас... Меня вот эти очень привлекли. Они плохие, у них покрытие очень плохое. А мне наоборот вот. Не знаю. У них покрытие мне, честно, не нравится. А эти тоже не нравится покрытие, да? Вот это каменное такое, как будто мраморное. Это не мрамор. Так я знаю, что не мрамор, это покрытие такое металлическое. Напыление. Они все с напылением. Все. До единого. Вот эти прям вообще крутые. Ну, они 1000 вообще стоят. 1000 сковородка стоит. 26 сантиметров. Я вот такой пользовался, у меня постоянно все пригорало. А, пригорает. Но я думаю, к тефалю точно не пригорит. Ну, это не тефаль, конечно. В смысле или не тефаль, тефаль? да? Ты чего? Это тефаль сковородки. Тефаль. Хорошо, тогда берем их. Все, берем их. А у нас что с блинной? Вот у меня, знаешь, была мысль купить... А вот это, не длинная. Нет, смотри, вот. У меня была мысль купить блинную сковородку, вот. Дешевенькую. Зачем мне дорогая очень? Она куда мне? А вот это вот ты потрогай, она прям толстая такая, хорошая, прям
Ну, тебе устроит? Тебя устроит? Это сковородка? Да. Да. Давай ее возьмем. Ну, можно? Ну, конечно. Все, мы тогда берем тот ковш за 1000. Да. Мы берем вот эту сковородку блинную. И мы берем за 3000 тефаль. Я считаю, нормальное приобретение. Согласись-ка. Давай еще немножко по магазину прошаримся. Попросить менеджера уже пусть пакует или посмотрим. Давай так, я пройдусь по магазину, ты попросишь Еще менеджера. я хочу, чтобы мы посмотрели кондиционер. Кондиционер? Ну, пойдем да. посмотрим, а где они. Вот с левой стороны. Пойдем. Пойдем. О, вот эти кондиционеры? Нет, это вот эти? Смотри, это получается кондиционер, не встраиваемый в стену. Да. У То них, есть- по идее, должна быть отводка для горячего. А нет. Нету. Как он работает? Ну-ка. Не более 30. Что это означает-то? Так, давай, знаешь, что сделаем? Мы сейчас сковородки все эти оформишь ты. Да. А по поводу кондиционеров, давай сначала погуглим и посчитаем отзывы, чтобы понять, можем мы потратить 15 тысяч на кондиционер или не можем. У нас минус такой, что жарко очень летом, душно. Поэтому нам все-таки нужно запланировать. Прочитай отзывы. Обязательно. Я сфотографировал, не знаю. Мы сегодня купили в Бау-центре вентилятор, естественно, на доставку. И очень довольны. И вышло всего 900 рублей, представляете? Всего. Ты можешь позвать пока продавца, Да. а я пойду быстренько посмотрю, что тут еще есть. Так, тостеры. Ну, тостер нам пока не надо. Это вообще мультиварки. Всякие есть по цене. И дешевые, и дорогие. Я в них не очень хорошо понимаю. Гриль. Вафельница. Вот это очень крутая вещь, конечно. Вафельница. Универсальный пекарь. Это вот, конечно, прикольно. Вот еще вафельница. Я хочу вафельницу, но я сейчас пока не буду покупать. Я очень много сегодня и так потратила. Компактная электроплита. Крутая вещь. Крутая. Кофемашины. Это очень круто. Есть недорогие. Вот как выбрать кофемашину? Очень просто. Вот такую какую-то выбираете, если примерно, то она дешевая. Вы уже учитесь делать кофе капучинатором. И вы пьете не черный кофе, а капучино. Просто нужен капучинатор. Чайники. Такой прикольный. Фены. Плойки, щипцы. Телевизор. Вот нам нужен телевизор второй. У меня ребенок забрал телевизор под приставку. Хочу телевизор теперь.
пылесосики еще. О, швейные машинки. Прикольно. Пылесосы. Хорошо. Сильно не хочу задерживаться здесь, на стиральной машинке еще. Пока Владимир Николаевич оформляет, вот только тогда снимаю, потому что очень боюсь инфекции, вот этой заразы всей вообще. Владимир Николаевич уже отбивает. Вышло около 4000 или что-то типа того. Вот. И мы сейчас пойдем уже дальше. Все в масках. Никто не в перчатках, кроме меня. У меня есть. Вот. Все, мы выходим и уже сейчас пойдем домой. Ну что, ребят, всем пока. Надеюсь, вам наш хоть что-то намонтируем и шопинг понравится.